Доброе утро! Телеканал Якутия-24 приветствует всех наших любимых утренних телезрителей. Вы смотрите «Утро Якутии» в прямом эфире. Сегодня с вами буду я, Дарья Анкехова. Ну и, как всегда, наша большая команда подготовила интереснейшую информацию на сегодняшний день. Это интересные новости, наши постоянные рубрики, ну и, конечно, гости. Поэтому оставайтесь с нами в ближайший час. Как всегда, мы постараемся сделать это утро добрым, прекрасным и позитивным. Ну и, конечно, мы надеемся на то, что как встретишь утро, так день и проведешь. Поэтому и день ваш пройдет успешнее. Сегодня очень красивая дата, 8 августа. Сумма цифр 2024 года также дает еще одну восьмерку. Поэтому можно подумать, что сегодня наступает день 3 восьмерок. В массовой культуре широко распространен символ бесконечности восьмерка, уложенная на бок. Считается, что этот символ приносит удачу, особенно в любви и семейной жизни. Однако это не совсем так. Восьмерка – это зацикленность, это повторяемость, бег по кругу и отсутствие ярких изменений. Поэтому нумерология не рекомендует заключать браки в дни восьмерок. У цифр нет эмоций, поэтому восьмерка закольцовывает не любовь, а само событие бракосочетания. По этой же причине в дни восьмерки не рекомендуется переходить на новую работу, начинать ремонт, строительство, либо судебные процессы. А вот подписывать контракты, получать денежное вознаграждение и отправляться в путешествие сегодня нужно. Почему бы не закольцевать достаток и приятные поездки? А заключение новых контрактов вовсе не требует непременного завершения предыдущих. Поэтому сегодня, дорогие телезрители, закольцовываем не эмоции, а события и действия. А какими еще датами и событиями отмечен этот день, узнаем далее. На календаре 8 августа. Сегодня отмечают Всемирный день кошек. По народному календарю в этот день православная церковь чтит память святого Ермолая. На Руси на Ермолая, как правило, выпадал теплый день, поэтому крестьяне торопились закончить жатву. «Ермолай, хлеб прибирай», — говорили люди. Начинался ранний сбор яблок. В этот день знахари выходили в леса и луга запасти лечебные травы. Этот день в истории. В 1899 году американский изобретатель Альберт Маршалл запатентовал холодильник. В 1900 году учрежден Кубок Дэвиса. В 1924 году в этот день в Москве появилась первая регулярная внутригородская автобусная линия. А в 2008 году открылись 29-е летние Олимпийские игры в Пекине. В этот день родились Вера Засулич, русская революционерка, писательница; Александр Ханжонков, русский предприниматель, один из пионеров российской кинопромышленности; Вера Каралли, русская балерина, актриса кино и балетный педагог; Святослав Федоров, советский российский офтальмолог, глазной микрохирург; Юлий Гусман, советский российский режиссер, телеведущий, общественный деятель; Светлана Савицкая, советский космонавт, вторая женщина-космонавт в мире, общественный деятель. 75 лет сегодня исполняется Ангелине Лукиной, этнохореографу, искусствоведу, доктору искусствоведения, почетному гражданину Горного Улуса. Станислав Садальский отмечает день рождения, советский российский актер театра и кино, телеведущий, заслуженный артист РСФСР. Также в этот день родился Виктор Авилов, советский актер театра и кино, режиссер, заслуженный артист России. Именины сегодня отмечают Игнатий, Моисей, Прасковья, Сергей и Федор. Ну а сейчас давайте же узнаем, какая сегодня погода у нас за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 11 градусов. В заречной группе 7-11 выше 0. В южных районах 9-10 со знаком плюс. В Вилюйской группе 5-7 градусов тепла, в Нижнеленских 9-11, в западных до плюс 13. В Колымане-Гирской группе улусов 6-11 выше 0, в Янских 7-10 градусов со знаком плюс. На северо-западе 5-11. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 11 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня днем без осадков, переменная облачность. Ветер умеренный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 23 градусов. Многие жители Якутска отмечают, что иногда по утрам у нас город затянут серой дымкой. В данный момент природными пожарами все еще окутаны территории нашей республики. Воздушные массы приносят дым в город.
Лесные пожары – это не только угроза экологии, но и серьезный вызов для здоровья людей, проживающих в ближайших районах. Что же сделать, если ваш населенный пункт окутала мгла и смог? И первым, что рекомендуют врачи, это стараться избегать длительного нахождения на воздухе ранним утром. В такое время суток в воздухе находится максимальное количество смога. Второе. Людям, страдающим легочным, сердечным, аллергическими заболеваниями, необходимо иметь с собой необходимые лекарственные средства. Третье. Не открывать окна, особенно ночью и ранним утром. Далее, по мере возможности, использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха. Занавешивать места поступления атмосферного воздуха, окна, форточки и так далее, увлажненной тканью и периодически ее менять. Проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах. Полезно также поставить в жилых и рабочих помещениях емкость с водой, чтобы повысить влажность воздуха. Ограничить физическую нагрузку, в том числе сократить рабочий день для работающих со значительной физической нагрузкой. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок. Избегать употребления алкогольных напитков и пива, исключить курение, так как это провоцирует развитие острых и хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 10-й совет – это при усилении запаха дыма рекомендуется надевать защитные маски, которые следует увлажнять, а оконные дверные проемы изолировать влажной тканью. 11. Увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Далее исключить из питания жирную пищу, употреблять легко усвояемую, богатую витаминами и минеральными веществами пищу, отдавать предпочтение овощам и фруктам. 13-й совет. В целях снижения токсического воздействия смога на организм принимать поливитамины. 14. При выборе одежды отдавать предпочтение натуральным тканям. 15. Несколько раз в день принимать душ. 16-й совет. Промывать нос и горло. Для профилактики першения горла достаточно провести прополаскивание слабым щелочным раствором, например, 5% раствором пищевой соды. А вот для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется измерять артериальное давление не менее 2 раза в день, при устойчивой артериальной гипертензии обратиться к врачу, иметь при себе лекарственные препараты, рекомендованные лечащим врачом. 18-й совет. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, появления признаков одышки, кашля и прочее, необходимо обратиться к врачу. И последний совет. При наличии хронического заболевания строго выполнять назначения, рекомендованные врачом. Будьте здоровы и берегите себя. Якутия, доброе утро. Доброе утро, коллеги. Смотрите блок новостей. Группа ВИС установит 2 бетонных завода специально для строительства Ленского моста. Заводы отечественного производства, изготовленные в Златоусте Челябинской области, уже куплены. Обе установки в зимнем исполнении, что позволит производить высококачественную смесь даже в суровых климатических условиях Якутии. Производительность каждого завода 60 кубометров бетона в час. В первую очередь смесь будет использована для устройства фундаментных конструкций моста, в том числе буронабивных свай. К их монтажу планируют приступить уже в августе. В Госдуме предложили ограничить наценки на школьные товары. Глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение премьеру Михаилу Мишустину с предложением установить максимально допустимый уровень цен на школьные товары, а также рассмотреть возможность субсидирования расходов на такие товары для семей участников спецопераций. Кроме того, в обращении выражается предложение проработать вопрос о целесообразности повышения ставки ввозных таможенных пошлин в отношении школьных товаров из недружественных для России стран при условии налаженного производства таких товаров в России и достаточного их количества на рынке.
Оригинальное видение современных информационных технологий. В лагере «Сосновый Бор» проходит военно-технический фестиваль «Санап. Взгляд». Мероприятие включает в себя несколько площадок от военно-патриотических игр до программирования и управления беспилотниками. На протяжении нескольких дней дети знакомятся с новейшими достижениями в инженерно-технической среде, а также разработают свои собственные проекты, которые впоследствии презентуют. Лучшие проекты войдут в техногруппу регионального министерства инноваций. Ну, детям, конечно, будет интересно узнать в течение такого ускоренного курса. И по итогу дети получат те навыки и знания, которые актуальны сейчас в современном мире. Потому что, как мы все знаем, сейчас очень быстро идет развитие технологий. И, конечно же, мы не отстаем. Мы, конечно, хотели бы передать все знания и опыт в гражданской сфере. Считаем, что вкладывание, именно инвестирование в самих детей, как преемников наших традиций именно и направленности в сторону IT-технологий, это как раз является большим плюсом. В перинатальном центре Якутской республиканской клинической больницы отметили праздник грудного вскармливания, приуроченный к 13-й Всемирной неделе грудного вскармливания и здорового питания матерей и детей в Якутии. Впервые праздник провели в 2012 году. На торжестве все желающие смогли проконсультироваться по вопросам грудного вскармливания, узнать подробнее про витамины для беременных и кормящих матерей и многое другое. Наша больница придерживается 10 правил успешного грудного вскармливания, рекомендованных Всемирной организацией. Сюда мы относим начало грудного вскармливания с самого рождения. Это относится сюда золотой час, поддержка грудного вскармливания с первых дней без применения молокозаменителей, полное отсутствие рекламы молокозаменителей в рамках больницы. Ну, естественно, поддержка матерей на период нахождения их в больнице, обучение грудному вскармливанию. Международный день офтальмологии принято отмечать ежегодно 8 августа. Впервые его отметили в 2004 году. Этот праздник существует благодаря деятельности и немалым заслугам советского и российского микрохирурга-офтальмолога, профессора медицины, академика Российской академии медицинских наук Святослава Николаевича Федорова. Сегодня у нас в гостях заведующая отделом управления оценки качества и клинико-экспертной работы Якутской республиканской офтальмологической больницы Валерия Аржакова. Валерия Михайловна, доброе утро. Доброе утро. Ну, для начала примите поздравления с вашим профессиональным праздником. Спасибо большое. Давайте поговорим все-таки, какие самые распространенные проблемы со зрением мы чаще всего встречаем. Ну, среди самых распространенных это у нас, конечно, глаукома, катаракта, близорукость, а еще с возрастом старше 40-50 лет это вот возрастная макулярная дегенерация. Но самое главное, самое коварное, самое серьезное заболевание, это, конечно, является глаукома. Глаукома, оно как бы развивается после 40-50 лет у старшего возраста людей. Самым главным проявлением это, конечно, повышение внутриглазного давления, которое со временем уже постепенно идет повреждение зрительного нерва, появляются дефекты полезрения, сужение полезрения, снижение остроты зрения и вплоть до слепоты может привести вот это состояние. То есть это вот одно из самых таких важных моментов, Да, важно. А вот как мы, простые люди, можем определить, что у нас уже начинается глаукома? В начальных стадиях, на самом-то деле, вот это заболевание бывает бессимптомно, поэтому пациенты могут и не знать, что у них есть глаукома. Могут быть такие жалобы, как затуманивание, может быть, там блики вокруг источника света, а еще и боли могут быть в области брови или в височных областях, или головные боли. Еще может быть и факторы риска. Факторы риска – это, конечно, возраст, это может быть сопутствующее заболевание, еще наследственность. Поэтому вот я сказала, что бессимптомное течение пациенты обычно не знают, поэтому лучше, Лучше провериться. Хорошо, тогда вообще как часто нужно посещать офтальмолога в профилактических целях? Ну, допустим, опять же, возьмем возраст до 40 и после 40.
Вот, до 40 это уже как бы, это обычно дети и молодые люди, а обычно они как-то вот, у них больше близорукость диагноз, а после 40, после 50 старшего возраста, это уже может быть и возрастные наши как бы диагнозы, наши заболевания. Если после 40, скорее всего, это вот в порядке диспансеризации обязательно пройти профилактический медосмотр раз в год. Обязательно с проверкой внутриглазного давления, остроты зрения. А если там, как бы обнаруживается подозрение на глаукому, то, конечно, это уже врач ориентируется и дальнейшее обследование уже комплексное. А до 30 лет? Как часто надо проверяться? Ну, тоже как бы раз в год желательно. Старение. А если обнаружили как бы есть диагноз близорукость, тогда, конечно, раз в полгода. Раз в полгода. Да. Что же можно сделать для профилактики зрения, да, вот, ну, в повседневной жизни, да, возможно, либо вот самое главное, наверное, как уберечь себя от гаджетов? Вот, у нас вот дети с малых лет, у нас уже как бы наблюдается, что дети, малые дети, дошкольники, начиная с дошкольного возраста, школьники, все как бы сидят за гаджетом, и у нас на работе тоже везде у нас компьютеры, телефоны, да, поэтому лучше, конечно, вот детям, конечно, да, ограничивать работу, да, они играют, они читают, они отвлекают как бы таким образом, поэтому лучше, конечно, как бы ограничивать время и двигательные игры на улице, как бы физическая активность, хорошо бы малоподвижная область, жизнь, как бы это тоже, да, Влияет на зрение? влияет на зрение, да. Ну, а если вот про те гимнастики волшебные, которые говорят, надо делать, помогает или это все миф? Конечно, во время работы, конечно, надо устраивать перерывчики. Желательно через каждые 20-30 минут устраивать перерывчики, дать отдохнуть нашим глазам. И можно пройтись. Самое простое это через окно смотреть куда-нибудь вдаль. Дальний предмет, вот близкий, да, и дальний предмет, это как бы дать отдохнуть нашим мышцам глаза. Здорово. Ну и здесь сразу переходим к следующему моменту. Это использование капель. Ну, капель не по назначению, те же антибиотики, или да, это понятно, что через врача. Но у нас есть капли такие, которые от сухости глаз, их покупают все без рецепта, да. Есть капли от покраснения глаз, да, и мы зачастую увлекаемся этим, да, и пользуемся чуть ли не каждый день. Вот такие капли, они безвредны, и можно ли ими пользоваться на постоянной основе? Ну вот от покраснения имейте в виду, наверное, вот визин. Да? Визином очень даже бывает увлекается, поэтому лучше не увлекаться. Это только при необходимости можно капать. Так? А увлажняющие капли, в принципе, можно, людям старшего возраста, в принципе, можно начинать уже капать. И если капаете, тогда длительно можно капать. А то, что вот антибиотики и антисептики, это уже только по назначению врача-офтальмолога. А вот про капли увлажнители задам вопрос, потому что, собственно, я часто сталкиваюсь с таким моментом, да, особенно по утру, но сухость в глазах. Это показатель каких-либо заболеваний или это, в принципе, естественные, какие-то такие, характеристики вашего зрения? Ну, может быть, это даже, может быть, да, у кого-то там уже пройдена операция. После операции вот такие как бы симптомы появляются, поэтому доктора после операции обязательно назначают увлажняющие капли. Поэтому, если назначили, тогда длительно надо капать, или при необходимости все равно длительно надо капать. Ну, то есть они не настолько, да, опасны, увлажнители? Нет, не опасны, да, увлажняющие. Они как бы натуральные, как бы схожи по составу к натуральной слизи, поэтому. Мы сегодня затронули уже тему близорукости, да, и, в принципе, сегодня, мне кажется, не понаслышке все знают, что существуют операции, которые могут вернуть ваше зрение в стопроцентном, да, состоянии. Ну, да, в зависимости, сколько диоптриев, насколько вот средняя, высокая близорукость. У нас несколько методов операции есть, фемтолазик, смайл и ФРК. Но тут тоже есть свои показания, противопоказания. И потому что там же как бы все равно учитывается и толщина роговицы, убирается, да, толщина роговицы, поэтому лучше до операции, конечно, пройти комплексное офтальмологическое обследование, и тогда уже врач принимает, кому показана операция, а кому как бы бывает и противопоказания по общим соматическим состояниям.
Ну, хотелось бы телезрителям раскрыть небольшую тайну, да, я непосредственно год назад сделала ту самую операцию по коррекции зрения, и я человек, у которого зрение было минус 8,5, сегодня имею стопроцентное зрение. Как И это не реклама, это конкретный пример. Но вот сухость в глазах осталась, поэтому пока что вот капельки увлажнители, Да, это мои продолжайте помощники, капать, да. да. Несмотря на то, что прошел год. Да, Мгм. продолжайте капать, да. Валерия Михайловна, у вас есть уникальная возможность поздравить сегодня всех ваших коллег с вашим профессиональным праздником. Поздравляю своих коллег с этим международным праздником офтальмолога. Желаю им здоровья, счастья, больших успехов в нашей работе, чтобы они подарили зрение нашим пациентам увидеть этот прекрасный мир в ярких красках. Спасибо большое за то, что посетили наш эфир. Ну и, конечно, мы поздравляем вас еще раз с праздником. Благодарю. Немногие знают, что занятия спортом могут быть полезны и для глаз. Самые лучшие виды спорта для зрения – это плавание, теннис и бадминтон. Мало того, что они тренируют мышцы глаза, они еще и обеспечивают массаж воротниковой зоны и улучшают кровообращение зрительных органов. Если вы по каким-то причинам не можете заниматься такими видами спорта, то спешим вас обрадовать. Простая ежедневная зарядка способствует сохранению вашего зрения. Всем доброе утро! Сегодня мы проведем зарядку с помощью вот такого валика МФР ролик. Этот ролик очень удобный для проработки мест, где застаивается лимфа. Мы сегодня проработаем с вами нижнюю часть, это ноги. Та часть, которая чаще всего у нас к концу дня отекает и устает. Ну что ж, начнем. Начнем мы себя прокатывать с икроножной части. Устанавливаем ролик под икроножную часть на середину, отстраиваемся на ручки и начинаем прокатывать себя вперед и назад. Выполняем данное движение 8 раз. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Далее переводим ролик под бедро. Также устанавливаем его на середину бедра. Задняя поверхность. Прокатываем также через подъем рук вперед и назад. Ни в коем случае не прокатываем ролик под коленом. Делаем 8 прокатов. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Закончили. Далее мы переводим ролл вперед и будем прокатывать переднюю поверхность бедра. Отстраиваем ролик перед бедром. Уходим на ручки. Отстраиваемся на локоть. И прокатываем себя до тазобедренного сустава и назад, до коленной чашечки. Прокатывать колено ни в коем случае нельзя. Работаем здесь 8 прокатов. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Закончили. Далее мы будем прокатывать внешнюю поверхность бедра. Отстраиваем свободную ногу вперед. Также уводим валик под бедро, середина. Уходим на локоть и прокатываем вперед и назад. Работаем здесь 8 прокатов. 6. Во время прокатки роллом вы можете почувствовать болевые ощущения. Это триггерные точки, которые сигнализируют нам о том, что в этих местах у нас большой застой лимфы. В этих триггерных точках мы акцентируем и прожимаем больше, чтобы пробить лимфу.
2, 1. Закончили. Все то же самое мы повторяем на другое бедро. Отстраиваемся. Уводим ножку вперед, отстраиваем локоть и прокатываем себя. 8 прокатов. Чаще всего триггерные точки у нас сосредоточены на внешней поверхности бедра. После прокатки ролла жидкость, которая задерживалась в организме, будет уходить. Вы почувствуете легкость в теле. Закончили. Итак, на сегодня наш утренний комплекс подошел к концу. В завершении тренировки с роллом попрошу обратить внимание, не забудьте прокатить стопу. Также 8 прокатов вперед и назад. Стопой завершаем нашу тренировку. Закончили. Я всем желаю отличного дня. Занимайтесь спортом и пробуйте что-то новое. Кого-то из нас пробуждает зарядка, кого-то чашечка кофе, а кого-то вместо будильника в одно и то же время будет любимый питомец, например, кошка. И сегодня у нее праздник. Всемирный день кошек не случайно стал международным. Эти четвероногие питомцы наиболее любимы большинством жителей планеты. Кошки улучшают жизнь людей уже самим своим присутствием. Они создают благоприятный микроклимат в доме, привносят в него уют, размеренность и спокойствие. Мудрость, спокойствие и умиротворение во взгляде, отражение доброты и любви хозяев. По этим признакам можно определить, что перед нами четвероногая долгожительница. Буся в семье Погореловых появилась 20 лет назад, еще до брака Ирины и Андрея. Я ее давно хотела, я ждала, когда она родится, потому что очень близкий человек. Ее мама, хозяйка, очень близка мне. Это наша учительница, и мы ждали, когда ее кошка наконец-то катится, и чтобы этого котеночка взять. Потом, значит, всех котят разобрали, и осталось 2 котенка. Вот Буся и еще мальчик. Я хотела девочку. Я тогда в институте еще училась и делала проект один. И, значит, этот проект я сделала для учительницы. Календарь мы выпускали, и она мне подарила котенка. То есть я даже не купила, а мне подарили ее. Часто кошки преданы одному хозяину, но не в этом случае. Буся любит всех членов семьи, и каждого по-своему. Очень трепетно и терпеливо к детям, которые родились и растут под ее присмотром. Мы уже знали, что если кошка сидит на лестнице, значит, ребенок вот проснется. Буквально там через 3 минутки ребенок проснулся. Я сперва думала, она будила ребенка, а оказывается, она чувствует все равно, да. У нас даже есть где-то фотография, где Даша катает ее на коляске, она ее в колготки свои завернула и по всему дому с этой коляской бегает. Очень любит нашего папу. Боится. Больше всех боится, наверное, Уважает. За 20 лет истории с любимым питомцем происходило немало. В молодости кошка, как ей свойственно по природе, очень любила гулять и охотиться. Вела активный образ жизни с малого возраста. Утром я, значит, сплю, и она такая прямо приходит, мурлычет, трещит, такая трется об мои руки. Я такая, уйди, уйди. Ее отталкиваю, погладила, и что-то вот так вот по мне такое пробежало. А я смотрю, она там дальше тоже занырнула мне под одеяло. А это мышь! Это мышь, она прям такая, ее опять схватила, стоит и показывает мне, что типа, вот, смотри. Сейчас, шутят Погореловы, их кошечка на заслуженной пенсии, потому ей дозволено больше, чем раньше. В основном она сидит у себя на кресле. А сейчас, в силу возраста ее, ей можно вообще везде ходить, даже к нам в спальню. Да? Когда тебя нет. Когда есть, то нельзя проходить. Не так давно в семье Погореловых не стало любимой собаки, которая также прожила достаточно долго. Хозяева признаются, что их питомцы сподвигли даже на открытие бизнеса – магазины зоотоваров. С появлением собаки
Мы совершенно как-то вот неожиданно для себя открыли свой бизнес, открыли зоомагазин. И поэтому наши животные, мне кажется, вообще, а как открыли, потому что я начала для собаки заказывать, самые лучшие игрушки, да, Андрей самый лучший корм ему. Мне кажется, у нас животные лучше, чем мы питаются. Это у друзей такая была шутка. Может, вы еще магазин для своих животных откроете? Я такая подумала, а почему бы и это? И да. Как говорят Погореловы, одним из главных залогов долголетия их питомицы – питание и обильное питье. И, конечно же, любовь и забота. Пусть история этой семьи послужит нам примером того, чтобы научиться любить и уважать своих питомцев. Ведь сколько счастливых лет они безвозмездно дарят нам и нашим детям. Катерина Винокурова, Илья Сыромятников, Якутск. Домашние животные могут оказать важное и положительное влияние на развитие детей. Ведь животные – это источник интеллектуального развития, сенсорики, логического мышления, различных видов деятельности, нравственного воспитания и физического развития. Каждый родитель мечтает о здоровом и развитом ребенке. Исследователей разных времен всегда привлекал вопрос возникновения гениев и талантов. Даже сегодня не утихают споры. Одаренный ли мой ребенок и как это понять? Опережающее развитие. Одаренные дети часто проходят все ключевые этапы развития быстрее, чем сверстники. К примеру, они начинают очень рано говорить, и их слова пополняются с огромной скоростью. Уже к 2 годам, а то и раньше. Такие дети могут выражать довольно сложные мысли. Рано проявляющаяся способность различать повторяющиеся сценарии. Такой ребенок видит и фиксирует в своем сознании подробности, которые обычно проходят мимо других детей, наблюдает и запоминает ключевую для него информацию. Он может, к примеру, заметить, что автобус проезжает мимо дома в одно и то же время, или запомнить, сколько кубиков помещается в кузов игрушечного грузовика. Неукротимое любопытство. Одаренные дети не просто интересуются окружающим миром. Их любопытство по поводу того, как все устроено, просто ненасытно. Они обожают выяснять мельчайшие детали и испытывают терпение родителей, забрасывая их вопросами. Это может быть что угодно, от того, что ест каждый вид млекопитающих, существующих на планете, до того, как устроен тостер. Любимая тема, по которой они знают все. Одаренные дети часто выбирают себе какую-то область знаний или объект интереса и погружаются в нее с головой. К примеру, такой ребенок может сходу назвать латинское наименование любого динозавра или в мельчайших подробностях объяснить, как работает автомобильный мотор. Предпочитают общаться со взрослыми или с детьми постарше. Одаренным детям бывает сложно найти общий язык с ровесниками, у которых другие интересы и уровень способностей. Такие дети часто скучают в школе, когда программа обучения для них слишком легкая, и любят поговорить со взрослыми или со старшеклассниками. Способность фокусироваться и невероятная целеустремленность. Такие качества – отличительная особенность одаренных детей. Им хватает настойчивости и сосредоточенности, чтобы довести свою работу до победного конца. Они не будут отвлекаться ни на телевизор, ни на видеоигры, ни на общение в соцсетях. Словом, на все то, что отвлекает обычных детей. Лидерские качества. Благодаря своей рано наступившей интеллектуальной зрелости и природной способности к организации одаренные дети часто становятся лидерами среди сверстников. Они наиболее уверены в себе, могут контролировать свое поведение и часто предлагают наиболее эффективные способы решения проблем. Рано начинают читать. Одаренные дети часто очень рано, гораздо раньше сверстников, учатся читать. Среди них много запойных чтецов, готовых посвящать книгам все свое свободное время. Оригинальное мышление. Одаренный ребенок не только понимает больше остальных, но и способен предложить свой собственный нестандартный подход к проблеме. Юные гении всегда ищут новые пути решения задач и креативно смотрят на мир. Они несовершенные. Не стоит забывать, что даже сверходаренный ребенок все еще ребенок. Он может совершать ошибки, неправильно что-то воспринимать, плохо себя вести. В его развитии время от времени может происходить откат назад. Он может быть математическим гением, но ненавидеть спорт, или талантливым музыкантом, но не любить читать. Родителям важно помнить об этих слабых местах своего одаренного сына или дочери и ни в коем случае не давить на ребенка.
Просмотр фильмов является основой для формирования критического мышления и развития личности как у ребенка, так и у взрослых. Исследования показывают, что при регулярном просмотре фильмов человек развивает свой эстетический вкус, учится анализировать сложные сюжеты и креативно мыслить. Кроме того, фильмы позволяют погрузиться нас в различные эпохи, культуры и менталитеты, расширяя наши горизонты знаний и раскрывая новые грани мира искусства. Какие премьеры можно посмотреть в кинотеатрах в эти выходные, узнаем далее. Смотрите в кино с 8 августа. Ты пришел, чтобы узнать главный секрет планеты Пандора. Borderlands. Одна из самых известных охотниц за головами во вселенной по имени Лилит терпеть не может две вещи: Пандору, свою родную планету, и Атласа, редкого отброса и влиятельного бандита. И все же ей придется иметь дело и с тем, и с другим. Отправившись на поиски дочери Атласа на Пандору, она объединяется с другими искателями приключений. Вместе эти далеко не герои должны сразиться с инопланетной расой, жестокими охотниками, раскрыть один из самых страшных секретов планеты и в придачу спасти мир от надвигающегося зла. Если кто и способен все это провернуть со стилем, то это они. Как мы такое провернем? Мой дикий друг. Семиклассник Саша заканчивает учебный год в новой школе и живет со своей тетей в маленьком живописном городке. Мама Саши – известный ученый. На время своей очередной экспедиции привезла его сюда из Москвы. С одноклассниками у Саши не заладилось. После школы он часто в одиночестве гуляет на природе. Однажды в лесу Саша находит маленького лисенка, попавшего в капкан. Узнав, что за лисенком охотятся браконьеры, мальчик прячет его в землянке в глубине леса и начинает выхаживать. С этого момента начинается трогательная и полная приключений история о дружбе, ответственности и справедливости. Настоящая дружба – это желать другу того, что лучше для него. Якутия, доброе утро. Смотрите блок новостей. В Госдуме предложили дать педагогам право на досрочную пенсию при стаже 25 лет. Как поясняют авторы законопроекта, необходимо, чтобы должность, а также конкретный вид организации соответствовали спискам работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости. Те, кто учит, лечит, воспитывает, должны знать, что государство о них позаботится и обеспечит достойный отдых в преклонном возрасте, отметили депутаты. Якутский штаб КСВО запустил новый проект по финграмотности для семей военнослужащих и их родственников. В лентах соцсетей часто появляется объявление о том, что оказавшиеся в беде семьи военнослужащих, их родственники или активисты просят перевести деньги на банковскую карту. Как правило, на такие просьбы откликаются знакомые или знакомые знакомых. Бывают и крупные сборы, в которых также фигурируют номера частных карт. Сборы на карту – это основа мошенничества в интернете, говорится в сообщении. Комитет рекомендует переводить средства только в том случае, если лично знаете конкретную семью или конкретную ситуацию. Сбор документов для заселения в общежитие студгородка начался в СФУ с 1 августа. Отмечается, что в кампусе студгородка 13 общежитий, где студенты могут жить с комфортом, заниматься спортом и творчеством, получать лечение в санатории, профилактории «Смена». Документы можно подать через личный кабинет абитуриента СФУ или очно по адресу улица Кулаковского, 42, ГУК, аудитория 321.
Учителям и врачам скорой помощи поручили выдать планшеты на отечественной операционной системе. Президент России Владимир Путин дал распоряжение правительству изучить возможность обеспечения учителей и врачей скорой помощи планшетами. Все это необходимо для организации защищенного мобильного доступа к информационным системам в сферах образования и здравоохранения. Комплексная помощь и поддержка – все в одном месте. Так, семейный МФЦ в Якутске работает по принципу единого окна. Посетители подают заявление на портал госуслуг, обращаются за правовой помощью по вопросам трудоустройства. Также в центре предоставляют услуги психолога, записывают в школы, детские сады, в семейные и детские клубы. Также организуют различные мастер-классы. Семейный МФЦ в столице был открыт 31 мая. С этого дня услугами воспользовались более 200 семей. В основном обращаются, конечно же, это по житейским, социальным, получению пособий, помощь психолога очень нужна в последнее время стала. Также поиск работы, социальный контракт тоже стоит также на популярности. Вот. Ну, такие вот моменты. И оно посезонно идет, как-то лето, например, обязательно летняя занятость. Да. Зимой приходит по социальным вопросам это пособие. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. В современном мире даже безобидные просмотры фильма с семьей могут нанести ущерб. В России появилась новая схема мошенничества. Теперь злоумышленники через мессенджеры предлагают оценить онлайн-кинотеатры. Они рассылают клиентам банков сообщения с предложением помочь с обзором фильма, телешоу или оценкой стриминговой платформы. За такую работу обещают заплатить от 3 до 12 тысяч рублей в день. Но в итоге нет ни денег, ни работы. Схем мошенничества сегодня множество. Самое главное – уметь обезопасить себя от них. Свыше 281 миллиона рублей в 2024 году жители Якутии перевели злоумышленникам. Средний возраст потерпевших от 30 до 49 лет. И в разговорах со следователями многие говорили, что были в курсе дистанционных мошенничеств, но звонившие были очень убедительны. У нас происходят взломы телеграм-аккаунтов, ватсапов, госуслуг. То есть под этим предлогом они говорят, что необходимо переводить денежные средства якобы на безопасные счета, либо осуществлять займы денежных средств, переводить. Какие-то неудобные ситуации происходят. Также происходит мошенничество, но это уже стандартная процедура, это когда уже представляются сотрудниками банка, представляются, типа, якобы у вас тут подозрительная операция происходит по вашим счетам, необходимо там произвести некоторые операции. Один из новых видов мошенничества – это когда звонящий представляется сотрудником полиции или ФСБ и говорит, что с вашего счета были переведены деньги на счет человека, которого подозревают в финансировании терроризма, и вы можете пойти соучастником. Для проверки требуют предоставить доступ к счетам, чтобы ознакомиться, откуда на него поступали средства и куда переводились. В такую ситуацию попал Сергей, который после разговора с якобы капитаном ФСБ лишился 15 тысяч рублей, которые были на его счете. При разговоре чувствовалась очень сильная личность, психологическое давление было на уровне, потому что я пытался вопросы задать какие-то, но он меня фактами определенными прям переубеждал, потому что и у него имелись мои персональные данные, и как бы все сходилось, все, что он говорил. И вот я как-то поддался вот этим манипуляциям. Как правило, поимка дистанционных злоумышленников – дело очень сложное. Большинство из них находится в Центральной России или на территории Украины. Неоднократно наши оперативники отправлялись в служебные командировки, где с коллегами задерживали преступников, от действий которых пострадали якутяне. Но любое преступление легче предотвратить, чем раскрыть. И самым действенным способом остается одно – не брать трубку при звонке с неизвестного номера, даже если на аватарке логотип Сбербанка или герб Федеральной службы безопасности. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. С 30 июля по 1 августа 2024 года прошел форум «Айсберг Техфан-2024». В рамках этого форума рассмотрены самые актуальные направления развития информационных технологий и информационной безопасности. Участников форума обсудили насущные проблемы отрасли и пути их решения, а также узнали о технологических трендах в различных сферах IT. Мероприятие организовано компанией «Аватек» при поддержке благотворительного фонда развития региона «Синет Парк» и Северо-Восточного федерального университета.
И сегодня у нас в гостях Майя Курнева, директор Института развития профессиональных компетенций и квалификаций Open Северо-Восточного федерального университета, и Антон Ломакин, генеральный директор Аватек. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите для начала, что за концепция мероприятия была вообще, и почему именно такое название «Айсберг Техпан»? Ну, вкратце, Майя — главный архитектор мероприятия, да, и я идейный вдохновитель. 3 года подряд мы проводили это мероприятие под эгидой и при помощи СВФУ, Северо-Восточного федерального университета. Оно было по формату лекционного в основном. И сейчас мы решили, что нужно формат изменить. Про формат Майя расскажет. А цель простая — зажечь искры в людях, показать им, что у нас не безнадега. Да, у нас есть очень много умных ребят внутри, которые реализовались уже. Есть эти проекты. Просто по какому-то стечению обстоятельств мы на севере плохо не любим хвастаться, рассказывать о своих успехах, да, а там есть значимые ребята, и эти вот ребята, и в том числе из государственной службы, частных компаний, приходили про свои проекты, рассказывали, как они реализовывают, какими инструментами. Это было очень замечательно. Как мы в самом начале с Майей говорили, сначала вы не будете понимать, что с вами происходит, и на 3-й день только поймете. Но на 3-й день ребята действительно прям сказали, что они были на мероприятии, как будто не в Якутске. Ну, то есть вайб вот такой был, интересно. Техфан название, это чтобы в манере простой, не слишком сложной, загружающей, да, проходило. Майя, ну вот говоря о проектах, вот какие проекты были представлены, да, и какие выводы, собственно, были сделаны после обсуждения? У нас, получается, вышло 5 проектов, таких более значимых. Я на самом деле удивлена. В действительности я вот, как Антон говорит, то, что прийти именно к таким проектам, я думала, что мы как-то не придем, но на самом деле проекты удивительные. Да. Первый проект это был «Стрессов». Ребята хотят сделать трекер, как часы получается, да, снимать стресс. С точки зрения того, что они хотят связать с покупками, что человек покупает, какие продукты употребляет, и так далее, с точки зрения того, чтобы выявлять стресс заблаговременно, до того, чтобы не прошло в онкологию, получается. И прямо даже они говорили про замер уровня сахара в крови. Я не знаю, как это технологично можно сделать, но тем не менее... проект есть. Проект есть, да. И как интересно. Раз... И вот у нас, получается, 3 проекта вышли с рекомендациями в акселератор Синец-парка. Вот. Второй проект очень тоже мне в душе откликнулся. Это про мошенничество. Ребята придумали такую платформу Харасхал, приложение, с точки зрения отслеживания звонков. Получается, чтобы был свой белый список, по которому они будут прослеживать, и по части того, что выхода на свою сотовую связь. То есть, чтобы был свой оператор. В будущем, да, создать сотового оператора, который только белые зарегистрированы люди с двойной аутентификацией проходят, чтобы мошенники не могли звонить. То есть вообще создать отдельную сотовую связь, куда не проникнуть ни один мошенник. Но технологически это возможно? Это возможно. Да. Очень интересно. И еще один проект, третий, который... Еще мне тоже понравился проект. Это про самокаты, зимние самокаты. То есть летних нам мало, надо зимние, да? Они, конечно, там с безопасностью, с дальномером, но с точки зрения того, что передвигаться по городу Якутску было более комфортно. Да. В минус 50 могут самокаты у нас работать. Ребята там здесь на самом деле серьезно подошли, там они ставили лазерные дальномеры, чтобы в тумане людей видеть. То есть они описывали, то есть они технологически подошли прям детально. Да, и получается, там вместо колес гусеницы будут, то есть они не будут так быстро ездить. На гусеницах еще передвигаться? Да. Кстати говоря, подобный, наверное, транспорт могут оценить высокопоставленные чиновники и спонсоры, и, собственно, почему бы нет? То есть в туман, на гусеницах быстрее все равно доберешься до работы, нежели пешком, либо на общественном транспорте. Но это сейчас звучит какой-то космос или непонятная вещь, но мы с Майей анализировали предыдущие айсберги проведенные, и многие идеи, которые мы там обсуждали с ребятами. Мы не говорим о том, что мы их подтолкнули к этому, но какую-то искру зажгли. Вот, например, единая медицинская информационная система в республике сейчас работает. В 2017 году первый раз она на айсберге публично обсуждалась. Да? И спустя 6 лет, то есть мы сейчас, может быть, разговариваем
описанном проекте на бумаге, а через 3-4 года он будет реализован. То есть в этом задача. Вот этого форума, молодежь, да? Да, подтолкнуть молодежь к новым идеям, показать, что все реализуемо. Пожалуйста, стремитесь. То есть есть яркие примеры того, когда просто проект, который представляли молодежь, стала действительно хорошей программой, которая сегодня работает во благо населения, да? Ну а дальнейшее развитие форума, то есть будет 5-й? Ну, мы надеемся, что будет 5-й. Сейчас там мы, готовим отчеты для себя, какие-то там замеры делаем успешности. А кто участники? То есть это обязательно студенты Северо-Восточного федерального университета или нет? Нет, это... Мы хотели, конечно, только людей, связанных с IT, пригласить, потому что они в основном в медицине, в образовании, их, не знаю, там, воспринимают, может быть, не так, как надо, а их нужно на первое место, потому что они инструменты, теми, которыми цифровизация продвигается и реализуются все проекты. И на них нужно основную ставку делать. Но в итоге у нас участвовали все, в том числе там в группе были психологи, которые должны были тренинги проводить. В итоге они в проекты вошли, потом участвовали. Ну, потому что в этом нужно участвовать самим, пройти. Командная работа, да, в принципе? Ну, там, специальная методика. Майя, если есть время, она про формат расскажет. Ну и человек загорается, и к концу 2-го дня уже он весь в проекте, в командой. И мы смешанно перемешали людей, образование, медицина, органы власти, и получается, они до этого никогда не общались, не знали. А самое важное — это нетворкинг, пересечение. Антон, но вы один из лучших специалистов по кибербезопасности в нашей республике, более 15 лет этому уделяете, ну и, конечно, эта тема сегодня остро стоит, да? Вообще сегодня вот из последних таких новостей, новинок, от чего нужно себя обезопасить? Вот вкратце, у нас буквально минутка осталась. Самое важное всегда в любой непонятной ситуации думайте. Нужно думать, остановиться, выдохнуть и подумать, потому что мошенники действуют обычно психологическими приемами, и основная задача — это вогнать вас в страх, либо подтолкнуть на жадность. Поэтому нужно остановиться, объективно посмотреть вокруг. Спросить совета у близких, возможно. Обязательно общаться с близкими, потому что они вгоняют в страх и ограничивают общение с близким кругом лиц. И желательно физическое общение. Технические инструкции, как там сбросить WhatsApp, куча в интернете. Их можно найти, это все сделать. Но в целом думайте. Спасибо, Антон, спасибо, Майя. Мы желаем, конечно, форуму дальнейшего развития, побольше перспективных участников, ну и, конечно, чтобы все эти проекты потом были реализованы в жизнь. Спасибо большое. Спасибо. Ну и мы завершим наш эфир вот этой фразой. Думайте, думайте, и тогда вы обезопасите себя от различных неприятностей. Ну а на этом наш эфир подходит к концу. Всего вам хорошего, доброе утро.